2022 год очень насыщенный. Он является началом Международного десятилетия языков коренных народов мира и годом культурного наследия народов России. В связи с этим еще более активизировалась работа этнических ассоциаций по сохранению, развитию и популяризации родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Истинными хранителями народного наследия являются эвенкийские фольклорные ансамбли «Хэглэн» и «Гиркилэн». Маргарита Прокофьевна, пожалуйста, как пришла идея создать такой ансамбль? Именно ансамбль мастериц. Аялди, Гиркил Матал. Но участниками ансамбля являются у нас активисты, члены ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. Вот они всегда участвовали и участвуют во многих мероприятиях, праздниках, проводимых нашей ассоциацией. Да? И они также являются, некоторые из них являются одними из первых организаторов нашего национального праздника Бакалдын. Это Киргяева Галина Степановна, Герес Якимовна. Наш ансамбль, он сформирован был только в 2020 году, благодаря грантовой деятельности Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия. Но за нашей спиной мы уже имеем очень много наград и выступлений. Цель нашего ансамбля это сохранение, возрождение фольклора эвенков, как и одной из фундаментальных основ духовной культуры эвенков. И мы сейчас в данное время сосредоточили свое внимание именно на эпосе эвенков Нимгакане, так как Нимгакан — это вершина устного народного творчества. Да? Да. И на сегодняшний момент, конечно, наш эпос находится вообще, скажем так, в критической ситуации. И на сегодняшний день у нас осталась одна единственная сказительница, это Авелова Анфиса Павловна. Она в 2018 году стала, ей дали звание сказитель, да? Республиканское звание сказитель. И поэтому мы решили, что в нашем репертуаре обязательно должно быть исполнение Нимгакана именно в традиционной форме, так как вообще эвенкийский Нимгакан, он все эти монологи героев, они поются. И каждый герой имеет свои запевные слова. Это уникальность нашего эпоса Нимгакан. И наш ансамбль в 2021 году стал обладателем гран-при межрегионального фестиваля эвенкийского эпоса. И сейчас мы хотели вам продемонстрировать отрывок из сказания «Удалая девица Секакчан» и ее младший брат по имени из имеющих крепкие жилы, самый жилистый, на ребра свои никогда не падающий и раны богатырь. Дегарабра долин богадал какундун жур биреян жаптужун жур накул кэн бидечел хунат амелгичанун жур биреян жаптужун жур муладел кан амелги бижефкил тар бидерал никедерал жефкачан никедери офки ниведе энал сара бидеректен некедерал гербифкил чик кунареве жефкачан кунуфкил бинет кук кунареве кукаки кунуфкил бинет Jur baldıçal, hunata malgi, baldığına ver enal sare, nive de enal sare. Eni günde enintin açın, ami günde amintin açın. Jur baldıçal, hunata malgi. Amalgi ki gunuf ki. Gerbilte açın, ke, merler gerbimet ke. Eriley, erigiley, eriley, erigiley. Sehenlerine tigur, elekin yine tigur, elikin muga tigur, ayan ayan segakçan, eriley, erigiley, eriley, erigiley. Yever yeven, yever yeven, yever yeven ne kon beye, elekin bilgingen go, taduhuk name geri belitte, elekin bilgingen
Итак, мы услышали, увидели, как выступает ансамбль Хэглен, который сохраняет эвенкийский фольклор. 만초라 간 베레르게 네비
Если фольклорный ансамбль «Саглен» был создан не так давно, то ансамбль «Геркулен» радует зрителей на протяжении почти десятка лет, начиная с 2013 года. У нас сначала появилась молодежная группа. Эта молодежная группа до сих пор есть. Обычно это у нас студенты, рабочая молодежь, все из числа коренных малочисленных народов Севера в основном, большая часть, 90%. Ну и бывает, конечно, тоже представители Саха. Даже вот и русские тоже были, вот, которые очень интересуются и вот хотят тоже знать культуру народов Якутии. Детская группа у нас появилась на год позже, чем молодежная. Она до сих пор есть. В ней у нас детская есть две подгруппы, скажем так. Это малыши, которые с 6 лет и до 9 лет занимаются. И следующая уже средняя группа, это с 10 до 14 лет. Ну, детишки, они-то, скажем, я не делаю такой специальный кастинг, как, например, другие профессиональные, там вот, ну, как сюрприз, тетрис. Они берут детей только с данными, чтобы у них и ножки тянулись, и все это. Я же беру всех, кто хочет. В основном это тоже, которые имеют свои, ну вот, родом тоже, скажем так, севера. Например, говорят, вот у нас бабушка там или дедушка Венг или Вен. Хотелось бы, чтобы наши дети тоже знали вот о своих, ну, культуру своих предков и так далее. То есть все равно люди тянутся, вот, хотят что-то вот такое сохранить, детям передать. Это очень хорошо. Есть дети даже, которые знают родной язык. Вот, например, приезжают из районов, они все-таки у себя там, например, ну вот в Себянкиоле есть дети, приехали, вот они вот ходили в детскую группу, сейчас уже молодежная группа. Они на своем языке говорят, они танцевали, тот же хедж и так далее. А тут этого, видать, не хватает вообще. И вот они, вот, узнав, что есть ансамбль, они приходят, и им это очень нравится. Им вот, как бы и среда тоже такая, вот такие же, вот как они, тоже из числа малочисленных народов. И общие интересы какие-то есть. Вот, тоже они не стесняются, они говорят, я Венг, там и так далее. За эти 10 лет у нас было довольно-таки много поездок. Ну, если по республике смотреть, мы ездили на Исехи, Аланхом, в город Алдан, в Алекминск ездили в прошлом году. Ездили мы на национальные праздники, в Енгру ездили, в Хатыстыр Алданского ездили, в Усьмаю ездили. Так, значит, кроме того, мы ездили в 2015 году в Китай, потом, значит, расскажите, как Китай приняли? Так, сейчас утро. Ага. Угу. Вообще, вот в Китай мы ездили в рамках фестиваля «Манящие миры. Амурский тур». Мы были сначала в Благовещенске, там была олимпиада по венкийскому языку и арачонскому языкам, вот международная олимпиада была. И с Якутии были с нами также, ну вот поехали, еще школьники были, вот из Енгры, школы Арктики и так далее. И мы как бы вот ансамблем впервые тогда поехали, вот такая была поездка для нас очень интересная. Китайские друзья, они очень тогда нас тепло встретили. Я прямо вот помню вот провинции Хэйлунцзянь, и прямо вот свои обряды приветствия есть, там показали все свои, вот эту деревеньку их показали. Ну, как раз, ну, в тот момент почему-то было немножко мало людей, но, по крайней мере, они нам все это показали. Возили нас в школу, мы там показали свой концерт, научили их играть на своих инструментах. Это бубен, хамус, это вообще для них было прямо верх такой вот радости какой-то, вот все это подержать, потрогать, все на себе вот попробовать, как говорится. Вот, потом, значит, у нас, честно скажу, девочки очень симпатичные. Прямо вот местные вот китайцы, они говорили, какая красивая девушка, какая вот все мои девушки были красавицы. У меня ходят приезжие из деревень, из сел, позанимавшись какое-то время, они куда-то ездят, для них это тоже очень большой стимул получается, ну даже как награда для них, и мотивация на будущее занятия. И вот в 2020 году наша ассоциация венков стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. Вот по этому проекту мы организовали большой фестиваль эпоса. Когда вот фестиваль эпоса провели,
Это тоже мы здесь получили большой такой положительный общественный резонанс у эвенкийской общественности. Этот фестиваль мы провели второй раз. Первый раз он проходил в 2015 году. Кстати говоря, мы тогда в 2015 году и показали нашу первую постановку из эпоса «Иркис Мандиамата». А в этот раз мы уже как были организаторы, поэтому наш ансамбль уже участвовал чисто вот уже, где фестиваль, также провели параллельно фестиваль круговых танцев, там мы участвовали. Но в целом наша работа по восстановлению, именно по продвижению эпоса эвенкийского ведется давно, вот с 2015 года, да, говорю. И мы вот в 2017 году также при поддержке, вот по грантовой поддержке, мы поставили постановку по мотивам вообще фольклора эвенкийского, как бы основа была на эпос тоже, а Яври Хактали. И вот в 2017 году была большая премьера, в 2018 году на Исехе Лонхо в Алдане показали, взяли гран-при Исеха. Потом наши старейшины ансамбль Хэглен тоже вот отрывок из этого постановки спектакля показывали. В Москве тоже стали лауреатом первой степени. В общем, у нас это вот режиссер Ольга Булдаева, эвенкийка. Она сама родом из Амурской области, и вот она здесь с нами работала. Сценарии вот она тоже писала при поддержке Галины Ивановны Кептуке. Вообще планов очень много. В этом году у нас состоится национальный праздник Бакалдын в новом комплексе, поэтому будет большое открытие, и мы собираемся вот показать свои номера, и Хэглен, и Геркелен. Моя мечта — это чтобы наш ансамбль получил звание народный. Вот и я на самом деле года 3 назад, наверное, подала заявку. Но тогда там вот как бы очень много надо было всего делать, а у меня параллельно работы много, поэтому я не успела сделать видеопрезентацию. Это тоже один из главных пунктов было, и поэтому без этого пункта мне тогда как бы не прошло, скажем так. И нынче вот уже осенью вот постараюсь все документы подать, и чтобы к нашему десятилетию, к февралю 23 года все-таки мы получили звание народный, потому что уже все-таки 10 лет тоже срок немалый, наверное, если так посмотреть, да. Ну и достижений много. У нас материалы мы берем от наших старейшин, ученые нам дают материалы. На языках мы обязательно говорим, на эвенкийском, на эвенском. Также у нас есть репертуар не только вот тунгусские песни, танцы, да, у нас есть чукотская, юкагирская, то есть мы как бы, хоть и называемся эвенкийский, но у нас все-таки более, широкая, да, вот охват большой, широкий, и мы стараемся показать культуру разных народов наших севера. У детей, например, если смотреть по репертуару, то у них больше идет такие вот подражательные танцы. Это танцы птиц, зверей, рыбок.
Вот поколение, когда ходил мой сын, Боря Борис, ему сейчас уже 15 лет, вот когда он был еще таким вот, скажем, в начальной школе учился, у них вот поколение было очень сильное, они очень хорошо говорили на эвенкийском языке, они посещали уроки эвенкийского языка, и очень хорошо они все запевающие были, все были поющие, поэтому у нас вот именно они, вот его группа, это вот именно запевает хороводы очень хорошо, и они такие, ну вот, очень как-то станцевались хорошо, скажем так, и вот они как раз и в Москве заняли первое место. Сейчас вот на самом деле поющих детей как-то вот надо взращивать, готовых детей нету, поэтому немножко больше сил прикладывается. И вообще, ну, вообще у нас же курсы ведутся языковые, но дети, некоторые мало знают об этом, поэтому каждому надо объяснять, что означает это слово. Когда танец учишь, что означает это движение. Бывает так, что, например, ребенок может не понять, тогда объясняешь уже по-простому. Ну, ходи тогда как медведь, вот так, и уже что-то там получается. Ну, к примеру, вот. То есть надо как-то подход находить каждому. Особенно большое значение знанию родного языка придают молодые ивенки, которые сознают всю ответственность за его сохранение, ведь именно им продолжать развивать родной язык и культуру. Нимиту кутуя бувки, одядина маневе безевки, нимиту уруна бувки, а явдина маневе индевки. Симуни ngер гарпа, умнеканнун тыка гундерев, симуни аятконекавун, синеве бу сомат аявдерев, сома аяттара сагал. И можно быть уверенным, что пока существуют талантливые молодые ивенки, пока есть такие эвенкийские фольклорные ансамбли, как Хэглен, Гиркелен, культурное наследие эвенков будет сохраняться и развиваться. Omolgi çar bultat